Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем школьном подкасте. С вами я, Дуюсова Асмира, и наш гость, президент школы Кумарова Тамирис. Привет, Тамирис! Привет, Асмира! Всем привет! Я очень рада находиться здесь и пообщаться с вами. Я бы хотела тебе задать вопрос. Почему ты решила баллотироваться на пост президента школы? Я вообще планировала баллотироваться еще с 7 класса. Я не знаю, я всегда хотела вести такую активную школьную жизнь. Мне всегда было интересно. Просто хотела быть активисткой. И я думала вступить в парламент. Я даже была уже с Лани, но для парламента я была еще слишком маленькая. Просто я еще смотрела на Дель, я восхищалась тем, что сколько она труда приносила в школу, сколько всего они делали. И я просто тоже хотела быть так, прям как-то поменять нашу школу, чтобы активная школа у нас была. Сложно ли было участвовать в выборах? Выборы были очень сложные для меня, потому что прям, не знаю, это была бешеная конкуренция, и все ходили там, просили голоса, там как-то активничали тоже. Думала, если люди захотят, если им понравится моя предвыборная кампания, то они меня выберут. Я не знаю, я честно участвовала? Да, честно участвовала. Я прям доверилась как-то вселенной. Думаю, ладно, пусть будет, что будет. Для меня стало, честно, шоком то, что я стала, что у меня прям много голосов было. Потому что, многие говорили там, что вот сами ко мне подходили и говорили, вот, мы за тебя голосуем, давай, мы будем тебя поддерживать. Но мне прям очень приятно было. Так, теперь следующий вопрос. Также в школе еще, кроме парламента, есть Жасулан. Какие у вас отношения и помогаете ли вы друг другу? С Жасуланом у нас прям хорошие отношения, даже удивлена этому. Но мы всегда все, кстати, делаем вместе с Жасуланом. Вот. И насчет видео тоже мы вместе иногда снимаем. Хорошо с ними общаемся. О планах и целях. Планируются ли новые проекты или мероприятия? Да, у нас вот в школе скоро будет новое мероприятие, это межшколы. Также мы готовимся к 8 марта для учителей и также к Наурузу готовимся. На каникулах мы хотим сделать что-то такое, как кибертурнир или же спортивный, чтобы тоже интересное было. Мы слышим, что говорят ученики, говорят, что вот не хватает мероприятий, то что школьная жизнь стала скучной, но мы будем исправляться, еще больше мероприятий, да. Это, понимаете, тоже, что наш первый год, мой первый год парламента, и мы еще не прям хорошо ориентируемся, но мы делаем все, что в наших силах. Теперь о школьной жизни. Как ты совмещаешь учебу и обязанности президента? Совмещать учебу и обязанности достаточно трудно и сложно. Часто мы отпрашиваемся с уроков, и учителя тоже не рады этому. Но я тоже понимаю, я тоже не хочу скатываться по учебе, но также очень рада, что у нас парламент достаточно хороший. Часто выручают, как-то получается, но достаточно трудно, иногда бывают трудные моменты, еще тем, что у тебя еще есть дополнительные там, и помимо школы, да, надо еще их успевать совмещать. Достаточно трудно, но справляемся как-то. Поддерживают ли тебя твои друзья и как к тебе относятся учителя? Мои друзья очень меня поддерживают, даже не с нашей школы есть мои подружки, которые всегда поддерживают меня, мне прям очень приятно. Также школьные друзья хорошо поддерживают, парламент меня прям очень хорошо поддерживает. Мне прям очень это нравится, прям обожаю всех, люблю сильно. А что насчет учителей? Учителя делятся на два типа. Одни прям помогают, дают советы насчет мероприятий, просят тоже какое-то видео снять, помочь им. И некоторые тоже жалуются, говорят, что вот ты как-то скатилась по оценкам своей там активной школьной жизни, но я тоже их понимаю, тоже пытаюсь как-то там угодить всем. Что бы ты хотела сказать ученикам нашей школы? Это самый такой интересный, мне кажется, вопрос. Я хочу попросить наших учеников, чтобы они сильно меня не критиковали. Это, правда, мой первый год, и я выжимаю все соки из себя. Что в моих силах, я то и делаю. Тоже я хочу, чтобы вы поняли, что это мой первый год, и для меня тоже очень трудно сейчас слышать эту всю критику. Я понимаю, что она будет, но я тоже хочу, чтобы вы меня понимали, как это сложно тоже это все совмещать. Пожалуйста, давайте меньше негатива. Насчет мероприятий я обещаю, у нас очень много мероприятий, есть план, есть еще 2-й год президентства, там уже мы будем исправлять наши ошибки, будем стараться еще больше. Так,
Спасибо большое тебе, Тамирис, за ответы, которые ты нам дала. Мы очень сильно рады, что ты наш президент школы. Не слушай никого. Главное, верь в себя, у тебя все получится. Вот. Будут всегда люди присутствовать, которые будут тебя критиковать, но ты на них не обращай внимания. Вот. На этом все, наш подкаст подошел к концу. Спасибо за просмотр, мы всех вас очень сильно любим.